В Москве был убит ребенок. Не просто так, а с особой ненавистью. И это далеко не первый случай. Об этом я скажу чуть позже, все как есть. Но в первую очередь я хочу выразить соболезнования семье погибшего Кобельджона Алиева. Это страшная трагедия. Когда погибает ребенок, это боль для любого нормального человека, независимо от нации, религии и страны. Дети – это самое бесценное, что может быть. Дети – это наше будущее. Я хочу сказать еще одну важную вещь. В России десятилетиями культивируется идеология шовинизма и превосходства, то, что называют русским миром. Эта идеология оправдывает войны, насилие и подавление других народов. Когда такая идеология существует, она рождает трагедии и в школах, и на улице, и в других местах. Я говорю не о народе, а об идеологии. Любой народ может быть заложником фашистской системы. После прихода к власти Путина такие случаи участились. А знаете почему? Потому что это целая система, которая направлена на распространение фашизма и ненависти к другим народам. В России создаются группировки и секты, которые призывают к террору, экстремизму и насилию. Коротко говоря, их риторика такова: Россия только для русских. Все остальные для таких – люди второго сорта, отсталые, чурки, черные и так далее и тому подобное. Такие случаи были и раньше, случаи нацизма и фашизма. Но при Путине они приобрели открытую форму. Я вспоминаю 1999 год, когда открыто по телевидению России политики и генералы и всякого рода пропагандисты призывали к уничтожению чеченцев, начиная от 10 до 65 лет. И предлагали превратить Чечню в пустыню Гоби, выслать с нашей родной земли и сбросить на нас атомную бомбу. Все остальные слушали и промолчали. Потом Грузия, а сейчас Украина, и этот зародыш российского нацизма и шовинизма превратился в чудовище. Выросли крылья. Уже президент России открыто терроризирует Европу и называет европейцев подсвинками за то, что они хотят мира на своей земле. Но русские молчат и показывают свое безразличие. Пора бы очнуться, пора бы понять, что Путин добивает их страну, что их молчание приведет к ужасным последствиям. Нам, чеченцам и другим соседям России, этот русский мир не нужен. У нас есть свой мир. Мир свободных людей, где нет фашизма, нацизма, шовинизма и ненависти к другим народам. Я от больной темы, когда убили маленького мальчика, перешел на другую тему, на корни и причину таких трагических событий. К их глубинным причинам – культ насилия, безнаказанности и идеологии превосходства. Не разобравшись с этими корнями, невозможно предотвратить новые трагедии. Убийство ребенка – не отклонение, а крайняя точка той дороги, по которой ведет этот русский мир. И хочу закончить такими словами. Я еще раз приношу свои искренние соболезнования семье. Я знаю, насколько это тяжело. Я знаю, насколько это больно. Иншаллах, мальчик будет в раю. Он в раю, иншаллах. И пусть Аллах дарует его высшей степенью и местом в раю. Наши соболезнования.